Здравствуйте! Вы смотрите «Лица». На встречу с моим сегодняшним героем меня подтолкнула одна видеозапись в интернете. Увидела ее случайно. Я, конечно, слышала и не раз видела автовладельцев, которых называют посадочниками. Это те, у которых машины с укороченными пружинами. Но я и не думала, что водители этих авто имеют чуть ли не свой узкий круг посвященных, такая своеобразная каста под названием БПАН, что означает «без посадки авто нет». Во всяком случае, у меня создалось такое впечатление после просмотра этого видеоролика, или скорее музыкального клипа. Стала искать автора. Оказалось, что подобных роликов у него не один и не два. При этом зачастую он сам один выступает и в качестве исполнителя, и в качестве автора слов, музыки. И что больше всего меня удивило и восхитило, он же и оператор, и режиссер-постановщик, и монтажер всех этих работ. В общем, все в одном лице. В соцсетях у моего героя огромное количество поклонников, сторонников, которые с нетерпением ожидают новых его работ. Вот я и решила забрать его ненадолго в телесети и представить тем, кто, возможно, его еще не знает. Гость студии и лицо программы – актер Русского музыкально-драматического театра Мухажер Далаков. Здравствуйте. Я рада вас приветствовать в этой студии, Мухажер. Вы позволите, я буду использовать небольшие фрагменты ваших работ в своей программе? С удовольствием. Песня посвящается 6-му региону и его автолюбителям, живущим по закону. Всех прошу не радоваться, есть нюанс один. Это песня для водителей посадочных машин. Ну что, уже задело критиков нервы? Задело тех, кто ненавидит первенство первых. Бывает и такое, главное иметь терпение. Мы вашу критику, поверьте, тоже ставим под сомнение. Ладно, успокоились, нам нервничать не к месту. Мы давно привыкли к пустозвонному протесту. Не лезьте в нашу жизнь, тогда и в вашу мы не влезем. Мы ездим на посаженной, как хотим, так и ездим. Ваши слова как бордюры, а их нам не надо. Но несмотря на это, мы не бросим автострады. Мы к репликам привыкли вашим, как и к нашим дорогам. Приняв терпение за слабость, не болтайте слишком много. Это я вот так вот пытаюсь с самого начала осторожно вас подвести к вопросу, к теме защиты авторских прав. Ну, для начала, сколько всего у вас вот подобных работ? Я не считал, видимо, где-то 11-12 роликов. Да, сколько времени уходит на создание одного ролика? Вы знаете, это по-разному. Музыкальный ролик занимает больше времени, потому что надо придумывать текст, как бы обдумывать, что, зачем, как его произносить, в каком стиле, в каком ритме, вот, чтобы большая часть населения все-таки поняла, о чем и что я хочу донести. Больше времени занимают именно музыкальные ролики. А так, простые, ну не скажу, что это тоже просто, занимают тоже очень много времени. Ну, недели 2 точно занимают простые. После того, как их придумали, надо снимать и соединять и так далее. В интернете ваши ролики пользуются большим успехом. И, насколько я знаю, они уже перекочевали на прилавки магазинов, рынков, уже переписанные на DVD-диски. Ну, какой-то вот доход от этого есть у вас? Да, очень хочется сказать, как они перекочевали. Многие... Пиратским способом, да? Ну да, к этому я хочу и подвести. Вот, многие, кто меня знает, кто знает ребят, которые участвовали в роликах, говорят, вот сколько вы получаете за тот или иной ролик, вообще как вам это оплачивать и так далее. Можно ли участвовать в этом всем, думая изначально, что мы что-то получаем. Думают, что диски вот эти распространили мы абсолютно ничего не распространяли. Я закидывал ролики в интернет, а там их уже вскачивали, не скажу, что продавцы, но те, кто им передает. В принципе, не рубля. Это правда, что тексты всех песен вы пишете сами? На сегодняшний день, пока я могу это придумывать, я придумываю все тексты и делаю эти ролики. Но благодаря участникам тех или иных роликов, которые задействованы как актеры, да, многое у меня сегодня получается. Спасибо им в первую очередь. Ну, как я уже сказала, вы автор почти всего того, что происходит в этих роликах. Поначалу меня это, конечно же, удивило, но когда я прочитала вашу биографию, мне стало все ясно. Ясно, откуда столько талантов и умений. Я предлагаю поделиться этой информацией с нашими телезрителями, чтобы и они тоже это поняли. Итак, Мухажер Далаков родился в Сунжском районе, там же закончил школу. Затем была учеба в колледже искусств, отделение артист-оркестра. В 2011-м закончил ГИТИС, который теперь называется Российская академия театрального искусства по специальности актер театра и кино. Очень интересный момент в жизни моего героя произошел в 2005 году. Он стал участником передачи «Поле чудес».
Сегодня он работает в Русском музыкально-драматическом театре, участвовал в таких постановках, как «Из тьмы веков», «Две стрелы», «Забыть Герострата», «Искушение», «Женитьба», «Эй, кто-нибудь», «Медведь и предложение», «Мы вернемся, Нани». Заслуженный артист республики, женат. Теперь я думаю, что и наши телезрители понимают, где взращивался вот этот вот талант и все эти умения, которые у вас есть. Скажите, а у вас в семье еще есть артисты, музыканты? Вообще Нет. кто-нибудь, вот, кто работает или учился по этому? Нет, профилю? абсолютно нет. Мама даже как-то удивилась, когда я захотел в театр, да. Но она не против была, но сказала, да, возможно, что-то изменится, возможно, в дальнейшем что-то будет лучше. Я не говорю, что сегодня хуже, да, я обожаю свою работу, скажем так. Вот. Но в семье никого нет абсолютно. Старший Но мне брат вообще... Не приветствует это дело, да? Ну, не так, чтобы не приветствует. Если люди одобряют это, то, что я сегодня делаю, то больше приветствуют. Понятно. чем нет. Но я думаю, вы родных своих уже готовили к тому, что вы пойдете именно по этой линии, по творческой линии, уже хотя бы тем, что вы поступили в колледж, колледж, учились там, да? Да, действительно. Мухаджир, каждый актер считает, что его главная роль в кино или в театре, она еще не сыграна. Причем считают так всю свою жизнь, да? Вот мне интересно было бы знать, что из того, что вами сыграно, вам ближе, дороже всего, и какую роль вы хотели бы в будущем сыграть? Вот мечтаете о какой-то роли? Мечтаю. Я чувствую, что я во многих местах что-то не доделал, да, ну, в тех же роликах, да. Сегодня многие актеры хотят, да, как бы участвовать в сериале, да, в том же русском, да, где-то в кино, в широкомасштабном проекте, где-то, да, в Москве, там, где угодно. Вот, я хочу сказать, что снимись я где-то в сериале, да, он где-то промелькнет, да, и многие не поймут, что в русском сериале снялся ингуш, да. А вот здесь, в Ингушетии, я просто хочу сделать, я не говорю, что я хочу сделать очень хорошее дело, я просто хочу направление какое-то поймать именно здесь, в Ингушетии. Я не хочу где-то там сниматься и возьмите меня на роли, пожалуйста, и так далее. Я старался, я посылал свои фотографии на кастинг, то есть, но так получалось, что именно когда меня пригласили, да, в пару мест, да, на сериалы, у нас намечался спектакль, тот же «Из тьмы веков». Вот. То есть графики не позволили? Не позволили 2 раза. Они делают из этого выводы. Да? Человек безответственный. Ты можешь приехать? Не могу. А зачем тогда ты посылаешь нам фотографии, зачем ты в кастинге пробуешься, то все. И пару раз звонят, они люди серьезные, скажем так. Упущенные да? возможности Да, жалко, да. конечно. Жалко, это жалко, я не скрываю. Но я могу сделать здесь что-то, что не смогу сделать в сериале. Мухаджир, я, конечно, не специалист, но мне тексты ваших песен показались очень понятными, доступными, простыми. Вы давно пишете стихи? Стихи довольно давно, лет, скажем так, с 7 класса. Печататься получалось? Я старался печататься, я пару раз печатался в Сердало, старался, предлагал свои стихи. Я не буду сейчас раскрывать все, что происходило, когда я старался это делать. Да? Люди, которые поняли меня, они меня поняли, когда я приносил стихи. Которые не поняли, они меня сейчас видят. И спасибо вам за то, что вы, может быть, даже не поняли. Я в какой-то степени вам благодарен. Аллилуйя, фудятвин, фухантвин, вана хилвей, озма якайчот, бегулат капик мах, багдацу капига тяди аливаши, батому жюфивей, худдар хандянчо, тяцудон яки оттвей. Вот лишь несколько комментариев из интернета, которые появились после просмотра ваших роликов. Уже соскучился по своему языку родному, пишет другой. Я снимаю шляпу перед талантом автора, который пишет стихи, что на ингушском, что на русском языке. Такая свобода мысли, которая лично меня восхищает. Удачи и блага вам всем в вашем деле, ребята. Вот такого содержания были комментарии. Не сочтите за комплимент,
комплимент, конечно, но я считаю, что вы в своем творчестве, да, делаете намного больше для популяризации родного языка, намного больше, чем те люди, которые сегодня с пеной у рта доказывают, кричать о том, что нужно язык возрождать, на нем нужно говорить. Я так поняла, что в вас сидит сейчас какая-то обида за то, что ваши стихи где-то не были опубликованы. Неужели никто не обращался к вам с каким-то предложением деловым хотя бы вот в этом направлении? Именно стихи на родном языке. Да, я сказал в первую очередь тем, кто пишет комментарии, тем более одобрительные. На сегодняшний день эти люди, которые понимают эти стихи, да, я им благодарен, и в принципе благодаря таким комментариям идет продолжение этих роликов. Понимаете, люди, которым стихи, которые я писал, нравились, говорили: публикуйся, делай там, печатай книги. Хорошо, в какие издания вы предлагали свои работы? Давайте раскроем тогда уж Даже все так? секреты. Даже так. Нет, ну сегодня нас видят и слышат эти люди, пускай вспомнят, кому отказали, кого отвергли. Нет, вы знаете, я не буду отвечать, кто в чем виноват. Я сделаю о людях, которые не понимали меня, может быть, какой-то ролик, возможно. И эти люди поймут, о ком я там говорю. Но, как говорится, Как получится. вернемся к нашим баранам, то бишь к вашим видеороликам, с чего все началось, во всяком случае, мой интерес. Когда молодые ребята увидели клип «Б-Пан Ингушетии», я уверена, что они сказали вам такое громкое респект. Особенно автовладельцы-посадочники. Я зачитаю лишь некоторые комментарии в соцсетях оттуда же. «Великая битва рэп-монстра Ингушетии. Говорю это с превеликим удовольствием, такого у нас еще не было, это было круто». Как хорошо, что вы есть и что вы все это показываете. Я лично восхищен этим проектом. Крайне приятно, что делаете подобные поучительные видео. Пожалуйста, в том же духе продолжайте. Лучший проект последнего времени. Юмор, позитив, а главное, так жизненно и поучительно. Так наглядно, в юморном толке, без какого-либо пафоса обличать пороки общества. Это надо иметь невероятную мудрость. О мастерстве и таланте. Ребят, я молчу вообще. Вы знаете, если Б-Пан Ингушетия... если в этом ролике то, что в просторечии мы называем понты, такое, оно там есть, но в вполне безобидной форме такое, да. А вот в другом вашем ролике, который называется «Герои», вот эти самые понты, они как бы показывают, насколько измельчали, насколько деградировали те лучшие качества нашей молодежи, которые у нас были всегда, и которые являлись частью достойного поведения вот, ингушских парней в обществе. Вот мне интересно, как восприняли ваши друзья, знакомые, вот именно этот ролик? Были какие-то негативные последствия? Или же, как всегда получается, больше всего и громче всех смеялись те, кого вы собирались обличить, выявить, высмеять? Имеется в виду герои, да? Герои, да. Герои, да. Герои, мои друзья, и большинство не поняли этого ролика. Я признаю, что правильно сделали. В общем, переигрывание в этом ролике, как вы видите, если вы смотрели, конечно, вы заметили, да? И я знаю, что я там переигрывал, да? И переигрывал не от того, что мне это хочется. Я не люблю. Но вы как это актер делать. имеете право на такую подачу материала? Имею. Имеете? Почему нет? Имею. В театре именно иногда и бывает, что переигрывание, Тем более театральный влияет. актер, да. Да. Этот ролик просто сделан для того, чтобы понять, как его воспримут в сравнении с теми, которые были сделаны до этого. Но почему он сделан? У той же реки, где я живу, иногда спускаются ребята, да, которые там собираются драться, да. Когда они спускаются, их человек 15-20, и двое из них собираются драться. Делают круг, эти двое начинают якобы махаться, как в том же ролике, да, драться. Потом, значит, дают друг другу руки, перемирие, никакой драки не было, они, понимаешь, на согласие уходят оттуда. Вы за Вот. драку? Я за драку? Нет, я не за драку, нет, абсолютно. Я просто наблюдал эти картины, и вот поэтому, наверное, это и пришло. А вот эта девочка, Мака Аушева, прошу строго не судить, это хорошая, добрая девочка. Она учится, вот, и я ее просто попросил участвовать в этом, она в этом участвовала. Но, судя из комментариев,
ее, в общем, не обвиняют. Пожалуйста, будьте добры друг к другу и к этой девочке особенно. Ролик «Герои», я так поняла, что и место, и события, это все вот как-то нашло общее вот свое переплетение в одном месте. А вот вообще вот вы темы где подсматриваете? В жизни, просто в жизни? Честное слово, многие вещи, это вещи, с которыми я сам лично сталкивался. А вот это музыкальные, как я с ними сталкиваюсь. Ну, слышу музыку, и идет какая-то тема, не знаю, назревает. Потом, значит, она дополняется, присоединяется к чему-то, что произошло, и, в общем, делается такой ролик. Вот. В жизни, жизненные ситуации, естественно. Сегодня я для того и делаю, чтобы многие узнавали в этом себя, соседа, меня в том числе. Как я говорю, я не без греха. Вы где-то, по-моему, если я правильно посчитала, 3 раза произнесли слово «я не критикую», «я никого не критикую». И тем не менее, вы изобличаете какие-то пороки общества. Это отмечают все. Кстати, критикуете не только вы, но и вас. Вот, в частности, критикуют за качество съемок. На чем, с помощью чего, на каком оборудовании делается? Да, эта критика, обоснованная? естественно, уместна. Эта критика уместна. Вот я не случайно принес эту камеру. Так это камера? Вот, я думала, это фотоаппарат. Да, думали, действительно, тут есть и фотоаппарат, и камера, как бы, но это самый простой вариант. То есть это все снимало все ваши ролики снимали? Нет, не все, пару роликов снимались на хорошую камеру, это мне друг помог снять. А вот где вы взяли хорошую камеру? Хорошая камера, но я этого человека даже называть боюсь, потому что к нему начнут обращаться, он просил как бы, вот. Оставить его все, в большинство, тайне. кто обращается, пытается на бесплатной основе обращаться, вот, как и я, в принципе. Но я благодарю этого человека. В некоторых роликах, которые сняты на его камеру, написано «оператор такой-то», его узнают. Вот. А вот эта камера, это и есть та камера, на которую, в общем-то, в принципе, это и снимается. И «Мусор», и «Мусор 2», и вот этот ролик, и две части фильма, которые на рынке продают, в принципе, сняты на эту камеру. А самое интересное, что вот эти 2 части фильма мы снимали... Вы сейчас говорите о фильме «Мысли вслух. Виноваты ли мы?» Да, «Мысли вслух. Виноваты ли мы?» Я сейчас поподробнее скажу. Вот эти 2 части фильма снимались на эту камеру без штатива. Но это не значит, да, вот мы настолько увлеклись этой работой, что не задумывались о штативе. Мы друг у друга перехватывали эту камеру и снимали эти части. Вот. Просто к тому, что качество съемки, действительно, я оправдываю ваше мнение, да, что плохо получается, надо менять аппаратуру, надо покупать аппаратуру. Надо, честное слово, надо, мы с вами согласны, но на сегодняшний день, не получается у нас, не получается. В общем, это финансовый вопрос. Я часто говорил дома о том, что у меня есть желание что-то делать, да, и думал о камере, о профессиональной, о хорошей камере. И так как я часто об этом говорил, моя мама, оказавшись во Владикавказе, купила и принесла мне вот эту камеру. Да. И вот, когда она мне ее принесла, буквально на 2-3 день, я с этой камерой вышел, и вот этот интерес того, что у меня есть вот эта камера, которой многие недовольны, наверное, вот эти 2 части и вышли. Но определенного сценария не было, да, мы хотели как ролики, мы пару роликов хотели снять, и вот ролик за роликом просто пошло, и задумка на задумке, все присоединилось и получилось как фильм. Вы допускаете, что после просмотра нашей программы может, посмотреть человек, который может вам помочь финансово, материально, решить хотя бы вопрос с аппаратурой? Вы к кому-нибудь обращались за помощью такого рода? Вы знаете, я обращался с этой просьбой до того, как начать эти съемки, когда я нуждался, да, вот, в аппаратуре, да, когда я пытался вот это начать. Но так как никакого ролика, ничего за мною не числилось, только работа в театре, да, меня не понимают. Но сегодня, не знаю, за мной есть эти ролики, за нами есть эта работа. Если у людей есть желание как-то, чем-то, я не знаю, то, пожалуйста, просмотрите, и если есть возможность, вы не будете отказываться не буду. Но так, чтобы, понимаете, так, чтобы просить помощь, когда ты заходишь в тот же интернет и рядом с этими же роликами нашими видишь фотографии людей, которые больны, да, и просят, нуждаются в помощи, как-то неудобно писать туда же, помогите нам делать ролики. Вы профессиональный актер, Мухажир, и даже при этом меня восхищает ваше умение перевоплощаться.
при полном отсутствии грима вы умеете, вы бываете в каждой роли такой разной. Но меня интересуют ваши помощники. Вот кто они? Они тоже профессиональные актеры? Те, кто участвует с вами в ваших роликах? Магомед Балхоев, да, там есть парень, Магомед Балхоев, он учился в колледже искусств, он закончил актерское отделение. Мальсагов Ахмед, есть такой, он в Доме культуры работает в Слепцовске, да, в станице Слепцовской. Я, честно, не знаю, что он оканчивал, но он оканчивал, актерское он оканчивал. Гагиев Магомед и Гагиев Ахмед, вот эти два брата, они тоже участвовали в некоторых сценках в Доме культуры в Слепцовске, но с актерским они вот так связаны, нету. То есть образования актерского нету у этих ребят, да? Нет. Вот Албагачиев Исмаил, который участвовал в «Героях», да, вот он тоже окончил колледж искусств в Слепцовске, актерское отделение у него. Зураб, Хашагульгов Зураб тоже учится на актерском отделении в колледже искусств. Вот. В принципе, так сказать, что актерского пополам, 50 на 50. То есть, да. может быть, они, может Вот быть, как я не перечислил. профессионалы, но больные, да. больные творчеством, да? Желание есть. Вы знаете, я могу сказать, что действительно они болеют этим, да, потому что участвовать в этом по просьбе, да, я их прошу, действительно прошу, но если сегодня никак это как бы Не оплачивается. Ну да, Проще говоря, это не в общем, оплачивается. если это на никак не общественных оплачивается, началах, действительно, да, я пойму людей, которые в результате скажут: извини, Мухажер, да, вот, извини, мы нашли другую работу, да, которая правильно. оплачивается. Я пойму этих людей, понимаете, но на сегодняшний день они участвуют в этом безотказно, да, и я им благодарен за это. Я просто хочу огромное спасибо сказать людям, которые смотрят, оценивают, понимают, одобряют. Понимаете, без вашего одобрения и без вашего понимания, естественно, не было бы желания продолжать. Мухажер, я благодарю вас за участие в программе. Мне было очень приятно с вами общаться. Спасибо. Желаю вам удачи. Спасибо. Надеюсь, будут еще интересные работы. И мы с вами стараться. еще раз встретимся в этой студии. Спасибо, будем стараться. Махула Даурия, Саушана Бахов. Ну а телезрителям я напоминаю, что это была программа «Лица», а лицом сегодняшней программы был Мухажер Далаков. И пусть в жизни вас окружают только приятные лица. С вами была Ната Ужахова. Всего доброго. Алик Хелш.